знаете, когда мне предложили выступить на этой сессии, у меня была идея презентовать результаты исследования. Но вчера, послушав первый день дискуссий на Академии, я решила кардинально перестроить свою презентацию. В частности, вчера мы достаточно долго интеллектуально упражнялись относительно термина популизм. И Кшиштоф вчера дал нам такую зарядку ума, да, попытаться посмотреть на проявление популизма через различные призмы и отойти от, казалось бы, очень легко, да, идентифицировать популизм, да, как казалось вначале, но в последующем мы поняли, что это достаточно серьезная интеллектуальная работа, которая должна быть проделана. И поэтому сегодняшнее мое выступление я, как уже сказала, перестроила и решила выступить здесь не как ученый, исследователь, а как гражданин, прежде всего. Да? Но у нас у всех множество идентичностей. Вот сегодня я буду с вами общаться через это. Сегодня я хотела бы пригласить вас, нас всех вообще, подумать о том, как идеология национализма работает в качестве популизма в кыргызской политике. И мы сегодня вот в первой части говорили о примерах европейских государств, да, Украины, но сегодня, сейчас мне хотелось бы тоже поупражняться на примере кыргызской политики, которую мы, наверное, лучше знаем, которая нам ближе, и, к сожалению, у которой уже есть свои жертвы. Когда мы говорим о проблеме национальных границ в Кыргызстане, мы всегда используем язык национализма. Что говорит этот язык? Он говорит, что этнические и государственные границы должны совпадать. Мы в Кыргызстане, как и на многом постсоветском пространстве, не используем термин «нация». Он у нас не так, как в англоязычной традиции используется, да, как гражданство. У нас это больше используется через призму этничности, и отсюда есть свои корни, поскольку в Советском Союзе это была этноконфедерация, да? Это была конфедерация, устроенных по этническому принципу советских республик, да? То есть Кыргызская республика, Казанская республика, Советская. Да? Так вот, вот этот процесс национализации и различных типов национализма, которые у нас сегодня достаточно активно развиваются, уже имеет свои конкретные последствия в нашей реальности. Мы все знаем такого политика, как Азимбек Бекназаров, да? В 2002 году, во время аксайских событий, одним из лозунгов, наряду с тем, чтобы освободить Азимбека Бекназарова, был лозунг несправедливого решения пограничного спора, да? Что Кыргызстан проиграл в споре с Китаем относительно местности Узенге-Буш, которая, соответственно, воспринимается как продолжение национального тела. Да? Вот в языке национализма, поймите, земля — это не просто земля, это продолжение национального тела. Поэтому эти дискуссии, они, конечно, очень эмоциональные и очень символичные. И по прошествии я хотела бы, чтобы мы задумались над таким вопросом. В 2002 году, я не говорю о сегодняшних политических дебатах, о сегодняшнем прочтении этих политиков, лозунги Бекназарова, они были популистическими или же они были патриотическими? Он призывал сохранить исконные кыргызские земли, или он зарабатывал политические очки в своем противостоянии с экс-президентом Акаевым? Опять-таки, возвращаясь к вчерашней презентации Кшиштова, да, когда мы рассматривали очень многих политических лидеров и пытались определить через черное и белое, да, популист, не популист, давайте попытаемся это же упражнение проделать с нашими политиками
деятельность которых напрямую влияет на нашу повседневную жизнь. Я не буду сейчас давать микрофоны и спрашивать, кто как считает, но во всяком случае, count, да, то есть засчитайте себе этот вопрос, задайте себе этот вопрос. Тогда на очередных парламентских и президентских выборах практически все кандидаты и от партий, сами, кто себя считает национальными лидерами, задаются этим вопросом о несправедливом решении пограничного спора. Они выступают как патриоты кыргызской нации или они выступают как популисты? Мы знаем, что на протяжении этих 25 лет Кыргызстан решил вопрос границ с двумя странами, да, это Китай и Казахстан. По обоим решениям огромное количество недовольств, да? И нужно иметь в виду, что они есть не только по нашу сторону границы. Эти недовольства есть также и у тех стран, с которыми эти соглашения были заключены. На мой взгляд, сегодня перед нами стоит очень действительно сложная задача. Это решение пограничного вопроса с Таджикистаном и Узбекистаном. И здесь мы знаем один такой очень крупный популистический дискурс, который присущ не только политикам, но и исследователям в том числе. Это дискурс о балканизации Ферганской долины. Да? Мы очень много можем слышать о том, что это просто котел межэтнических противоречий, который обязательно выльется в крупное насилие. И этот дискурс на самом деле такой дискурс опасности, да, как наши коллеги во многих университетах мира его уже называют, он приводит к тому, что конкретные действия и риторики начинают влиять на появление, на мой взгляд, враждебности в наших взаимоотношениях. А это является, на мой взгляд, самым деструктивным направлением межгосударственных отношений. И здесь нужно сказать, что в Кыргызстане дискурс границ, он достаточно очень популярен, к нему прибегают все. Вот, например, только в прошлом году действующий президент Алмазбек Атамбаев заявил о том, что Кыргызстан подписал ряд секретных договоров, которые нарушают, прям кардинально нарушают интересы Кыргызстана. О каких договорах шла речь, ничего не было сказано. Но когда я проводила свои исследования в приграничных селах Баткена, люди говорили, мы вообще перестали доверять. То есть вот такие, знаете, опрометчивые заявления приводят к тому, что и местное население, оно перестает доверять переговорному процессу. И это, на мой взгляд, одна из тоже серьезных контекстуальных таких проблем, с которым предстоит еще встретиться уже в будущем президенту и правительствам, и нам, как гражданам. Что делать, да? На мой взгляд, современные дискуссии о национальной границе ведут к подмене проблемы. И я попытаюсь это показать на примере кыргызско-таджикской границы. Если вы посмотрите на вот этот слайд, он показывает, сколько вооруженных конфликтов произошли по данным Государственной пограничной службы на кыргызско-таджикской границе с 2012 по 2016 года. Мы видим определенный всплеск, в 2014, потом немного спад. Но что интересно, что если в начале 90-х эти конфликты рассматривались через призму кетменных войн, такой термин использовался от этого инструмента кетмен, то сегодня практически все эти инциденты связаны с применением огнестрельного оружия.
И в 2014 году, в 2015 году был применен миномет. Если мы посмотрим, как это освещается в нашей прессе, хотя Киртак сегодня уже умер, да, с архивами, да, то есть 2014, 2013, 2012 года, то мы можем видеть, что язык прессы достаточно националистический, да, то есть есть представители, защитники кыргызской земли, и есть вот таджики, и все вот через такую дихотомию описывается. Как объясняются эти конфликты, природа этих конфликтов? Ну, популярное объяснение. Рост населения, что в Сагдийской области проживает 2 миллиона, в Баткенской области 500 тысяч, и вот идет вот этот демографический дисбаланс, и ведет к тому, что определенная часть, понятно какая, пытается бороться за землю и воду. Но, знаете, все природные ресурсы, они, ну, как бы исчерпаемы, да? Мы знаем очень много примеров, где не просто много людей, а очень серьезное перенаселение. Здесь, скорее всего, наверное, вопрос не в демографии, а в том, как управляются, какое управление этими ресурсами, каким образом местное самоуправление реагирует на эти вызовы. Следующий очень важный аргумент гласит, что отсутствие делимитированной и демаркированной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном ведет к росту конфликтности. Ну, а кто сказал, что если завтра президенты подпишут этот договор, все будут с ним согласны? Особенно люди, которые там живут. И следующий очень такой тоже довольно распространенный аргумент, что строительство, да, вот в Баткене сегодня реализуется ряд крупных проектов, да, по созданию альтернативной или самостоятельной, да, инфраструктуры, это прежде всего дороги, да, что это является причиной роста конфликтности. Кстати, вот академики, да, вы были в Баткене, да? Вы, я, насколько знаю, также ездили в Анклав, да? И напрямую это все видели. Знаете, дискурс того, как описываются эти процессы сегодня у местных жителей и 10 лет назад, тотально кардинальный. И это к тому, что очень часто то, что говорится наверху, через определенное время начинает повторяться внизу. Посмотрите, пожалуйста, на этот график. Это график показывает забор воды на душу населения. Я просто в качестве примера взяла Францию, хотя, конечно, по параметрам это не совсем сопоставимые страны. Что хотела этим графиком показать? Что забор воды в наших обеих странах, да, и в Кыргызстане, и в Таджикистане намного больше, чем во Франции. Но, несмотря на то, что мы вроде бы обладаем очень большими водными ресурсами, в Баткене очень большая, да, проблема и с ирригационной водой, и с питьевой водой. Ну, практически нету качественной инфраструктуры и, как бы, ну, и, конечно, институтов, которые это могут обеспечить. Это я уже не говорю о том, как сельское хозяйство, да, использует воду. То есть есть очень большой вопрос к тому, какое использование, да? И вот вы видите на этой инфографике человека, который шланга поливает росток, да? То есть есть очень большой стереотип, чем больше поливаешь, тем лучше растет. Но это очень большой стереотип, он очень вреден, да, там эрозия почв и так далее. Но это просто один из маленьких примеров. Следующий очень, как бы, на мой взгляд, важный ответ, почему происходят конфликты из-за природных ресурсов, это, конечно, неэффективное управление. В Кыргызстане и в Таджикистане были реализованы ряд реформ, которые были, ну, как бы в идеале, да, направлены на то, чтобы управление ресурсами было эффективным, да, водными ресурсами, пастбищными ресурсами. Но фактически
мы видим, что любая реформа, она требует очень больших затрат. И поскольку это бедные страны, когда доноры уходят, все эти институции, как ассоциации водопользователей или пастбищные комитеты, они начинают увядать. И они, знаете, во многих селах действуют только за счет личной харизмы, да, и такой культуры гражданственности у какого-то одного местного лидера, а не за счет того, что это институционально простроено. Вот один из таких примеров это вот эти ассоциации водопользователей, да. То есть, представляете, это огромные внутрихозяйственные сети были просто государством скинуты на плечи сельчан, сказали, вот теперь Элеона Остров написала книжку, называется Governance of Commons, да, за нее получила Нобелевскую премию, Всемирный банк взял этот подход за основу, и оказывается, что локальные сообщества могут сами на себя это взвалить. Но, как показывает практика, нет. То есть это привело к еще большему коллапсу в этой сфере. Но я не хочу в корень, конечно, эту идею подрезать. Я думаю, что она жизнеспособна, но ее нужно адаптировать к нашим реалиям. Что имеет в виду? Какое-то такое гибридное состояние должно было быть институциональное. Да? И следующий очень важный момент – это, конечно, милитаризация границы. На мой взгляд, все вот эти конфликты, о которых я говорила на первых слайдах, они, конечно, связаны с тем, что огромное количество вооруженных людей появилось на границе, и с той, и с этой стороны. И каждый раз, когда вам нужно съездить на базар, пойти в школу, если вы каждый раз встречаетесь с этими пограничниками, которые требуют от тебя паспорт, ИДГИМ или еще какие-то неправомерные действия, да, то, конечно, это приводит к росту напряженности, к огромному росту напряженности. И здесь очень важный момент, я бы хотела обратить внимание на правила обращения с оружием на границе. Знаете, вот в Советском Союзе любая граница воспринималась как враждебная по природе. То есть это как закрытая же страна была, и к границам относились как к некому враждебному пространству. Вот эта концепция, она сегодня присутствует и в наших правилах обращения с оружием на границе. И в Таджикистане тоже самое. Что это означает? Что буквально вас могут стрелять за контрабанду помидоров. Понимаете? И это очевидно, что мы должны начать дискуссию о гуманизации этих правил. Да. И я хотела бы закончить свое выступление тем, что патриотично это думать. Спасибо за внимание. Спасибо всем. Я предлагаю дать слово всем нашим спикерам, затем уже задавать вопросы, но я так думаю, что их будет немало. И следующий наш спикер – это Джамиля Джейнбаева. Она эксперт по социальной политике, местному самоуправлению, зеленому управлению. Она защитила свою докторскую диссертацию по программе местного развития и глобальной динамики в университете Тренто. И ее тема называется «Популизм. Дискуссия». Уважаемые участники форума, большое спасибо за приглашение. Когда Эльмира написала мне, не хотела бы рассказать про экологический популизм или популизм в политике по охране окружающей среды. Я так удивилась немножко, да? Потому что я так понимаю, подумав о том, как вообще эту тему преломить через популизм, я все-таки решила, что это очень важно посмотреть на охрану окружающей среды, на экологию, на проблемы зеленой экономики, адаптации к изменению климата именно через призму популизма. И вот этот трехдневный форум, я так понимаю, дал всем нам возможность, специалистам в своих сферах, преломить свою работу через вот эту линзу популизма. Это веление времени в каком-то смысле, сейчас такой тренд, тоже, да, международный, глобальный. И нам обязательно нужно понимать, что же такое популизм. И я думаю, что это очень своевременно. Поэтому я благодарна организаторам этого форума. Называется презентация «Популизм в дискуссах об охране природы и зеленом развитии». И я предлагаю посмотреть на
различные дискуссии по гринвошингу, зеленому колониализму и климат-скепсису, именно которому нужно противопоставить образованность и культурность, да, связанную с трансформацией, с зеленой трансформацией, которая сегодня происходит глобально. И это происходит помимо того, что делаем ли мы такой выбор или нет. То есть это глобальный процесс, он не всегда зависит от конкретного локального какого-то решения или действия. Вот. Я немножко буду цитировать определение популизма, дам вам определение. Оно такое, скажем, взято из энциклопедии. Вот. И хочу сказать о том, что популизм это неоднозначно плохо, да, но и не совсем хорошо. То есть очень сбалансированный такой взгляд на популизм. И хочу переключить немножко внимание на популяризацию концептуального языка климата и экологического следа. Потому что в этом, возможно, сидит решение того, как преодолеть популистическое, скажем, популистическую манипуляцию темы окружающей среды или вообще любой другой темы. И все-таки смотреть в корень проблем, которые необходимо решать для населения, для государства, для системы принятия решений. На примере преимущества популяризации измерения потребления. То есть с точки зрения адаптации к изменению климата нам нужно всем трансформировать мышление на то, как изменить свое потребление. И это как раз-таки уже это зеленый популизм, который нам необходим. То есть здесь мы можем, возможно, повернуть популизм с ног на голову и использовать его в целях того, чтобы трансформация культурная, ментальная произошла. С точки зрения потребления ресурсов планеты, с точки зрения того пожирания ресурсов планеты, которые сегодня у нас происходит. Хочу начать с цитаты о дискурсах рискованного популизма о климате и зеленом развитии. Предлагаю вот такую современную энциклопедию, очень такое широкое понимание популизма, от слова populus. Наверное, в течение этих 2 дней вы уже видели всевозможные определения. И, кстати, я хочу предупредить о том, что вот эта презентация, она не претендует на какую-то научность большую, да? И в основном речь идет о том, чтобы мы поделились определениями и каким-то образом, может быть, подискутировали с точки зрения определений, что мы называем чем. Вот здесь вот дается определение, что это общественное течение движения, апеллирующее к широким массам, отражающее противоречивость массового сознания. Основные идеи популизма – это прием участия народа в управлении, авторитетный лидер, недоверие к представителям государственных институтов, критика бюрократии, коррупции. Кроме того, очень важно помнить, что свойственно популизму вера в возможность простейшего решения социальных проблем. То есть популистическими могут быть предложены решения, которые кажутся очень простыми. Естественно, тем, кто недостаточно глубоко в теме, это решение может показаться очень привлекательным, и за это решение будут ратовать большинство. Кроме того, очень негативная часть популизма все-таки это антиинтеллектуализм, почвенничество, и заложена возможность тенденций как демократических, так и консервативных, так и реакционных. И, кроме того, в политологии существует широкий спектр оценок популизма как апологетики, модели непосредственной демократии и до резкой критики, что популизм – это демагогия. Да, то есть вооружившись вот таким широким определением, сбалансированным, да, то есть это может быть и хорошо, и достаточно плохо. Хочу привлечь ваше внимание к гринвошингу. Да, это рискованный популистический дискурс. Гринвошинг, возможно, это знакомое для вас выражение, это экологичное позиционирование компаний или товаров и услуг без достаточных для этого оснований. Вот этот термин возник из комбинации английских слов green, зеленый, экологичный, и whitewashing, это отбеливание репутации. И буквально это зеленое отмывание. То есть greenwashing плох не только потому, что это активный обман покупателей, но еще он может подрывать довольно-таки хорошее предложение на продукт или услугу. То есть
Я знаю, что очень часто наши компании, такие как Куликовский или Шоро, обвиняют в гринвошинге, хотя на самом деле они являются лидерами зеленой экономики у нас, потому что они уже давно пытаются ввести как зеленые управление человеческими ресурсами, так и зеленые практики, вплоть до organic production, вплоть до очень качественных упаковок и так далее, снижающих, допустим, пластик. То есть бывает так, что кому-то будет очень просто обвинить кого-либо в гринвошинге, и в этом смысле этот популизм и гринвошинг как дискурс такого популизма он может подорвать очень хорошие инициативы. Дальше хочу вам предложить из Магдалены Хайвайзер, сложная фамилия. Она пишет о зеленом колониализме. Да, это тоже рискованный популистический дискурс, хотя это достаточно тоже важная тема, которую многие исследователи зеленой тематики и адаптации к изменению климата сегодня об этом говорят. Что подразумевается? Автор этой книги, здесь вот не видно, да? Как убрать? Вы могли бы помочь мне убрать вот этот кирпич? Да, один. Нет, вот это. Вообще лучше. Или подвинуть. Может быть, здесь есть какой-то решение полского. Все. Так видно? Так. Вот, грин-колониализм в Гондурасе, значит, захват земли под вывеской значит, защиты климата и защиты общественных пространств, да, или общественных благ. Так называется книга, вышла она в Вене в 2015 году. О чем пишет автор? Она говорит о том, что в Гондурасе как раз-таки были зеленые проекты, которые, в общем-то, были украдены просто-напросто властными политическими и экономическими интересами. То есть, казалось бы, зеленая экономика должна внести изменения именно в то, чтобы были более благополучные рабочие места, чтобы была более экологичная среда, чтобы здоровье сотрудников, допустим, компании или здоровье населения, которое живет на определенной территории, о которой идет речь, чтобы оно не становилось хуже, например, да? И, соответственно, чтобы и ресурсы, то есть биопотенциал данной территории, чтобы он не сокращался настолько быстро. И Хайвайзер, Магдалена Хайвайзер задает такое определение, да, зеленого колониализма. Она говорит о том, что может быть речь идет о том, чтобы окружающая среда была защищена, но на самом деле этот дискурс берут на вооружение властные структуры внутри Гондураса и корпорации и начинают выдавать себя за неких действующих лиц, которые эту зеленую экономику, значит, им туда привнесут и улучшат все показатели, связанные с зеленой экономикой. Но на самом деле это была борьба за территории, за ресурсы и за власть. То есть очень важно иметь в виду, что такие формы популизма, они могут быть рискованы для таких хороших начинаний, как адаптация к изменению климата. И последний дискурс, о котором я хочу упомянуть сегодня, как негативный, да, рискованный популистический дискурс, это дискурс климат-скептиков. Климат-скептическая администрация нынешнего президента США на самом деле работает в пользу нефтегазового лобби, а не в пользу народа и природных богатств. Это как раз таки пример такой демагогии, то есть популизм как демагогия, и играет на чувствах буржуазных и беловоротничковых групп. То есть это банки, крупные корпорации, то есть они поддержат такой дискурс, потому что им нужно обязательно прокладывать нефтепроводы, им необходимо для, допустим, наращивания своих
прибыли и значит, ценности для своих акционеров, им обязательно важно, чтобы климат и вообще дискуссии о климате подвергались сомнению. Здесь как раз идет такой конфликт между климат-наукой и дорогостоящими инвестициями в организацию экономики знаний. То есть на самом деле экономика знаний, она наступает уже, мы все видим это на примере социальных сетей, на примере высоких технологий сегодняшних. Мы понимаем, что экономика знаний, она уже здесь. Но происходит очень сильное сопротивление экономике промышленного производства, это уже уходящая эра в каком-то смысле. И вот эта вот борьба и популистическое использование тех или иных дискурсов, она продолжается. Я хочу сказать о том, что все-таки дискурс о задачах охраны окружающей среды не противоречит задачам восстановления экономики и создания рабочих мест. Одно из, можно будет почитать Игнатьева, я вам предлагаю, чтобы посмотрели, если совсем не знакомы с этой темой. И немножко хочу сказать из своих исследований ценности зеленого экономического роста для Кыргызстана, особенно вот второе, да, это социально-экологический учет и выполнение глобальных климатических соглашений. И очень важно, чтобы наши показатели по таким параметрам, как Happy Planet Index или глобальное измерение нашего экологического следа, все-таки стали более популярными, и, может быть, это выльется в какой-то популизм. Я считаю, что для Кыргызстана очень важно, чтобы как можно больше действующих, активных лидеров в Кыргызстане использовали концептуальный язык климата и зеленого роста, потому что это такой очень важный язык. С этим языком связано много ресурсов, и с этим языком связано много будущих решений. И очень важно сказать, что ВВП, валовый внутренний продукт, зеленый рост страны, важно их совмещать. И на самом деле декарбонизация планеты, да, то есть это еще один термин, который я бы хотела, чтобы он стал нормальным термином для нас. Декарбонизация экологических следов городов, организаций, чтобы это стало новым таким популизмом. Да? Пускай это будет, пускай ради этого сегодня происходят новые битвы, да, политиков, пускай именно об этом говорят сегодня и принимаются решения. То есть декарбонизовать или не декарбонизовать, снизить потребление или не снизить. И немножко хочу рассказать о том, что такое экологический след. Это оценка жизненного цикла. Экологический след – это техническая концепция, метафора, которая означает, что человеческий след не должен превышать площадь, которая способна его поддержать. Вот это пример слева, пример среднего следа, да, на 110 человек. Справа это экологически устойчивый след на 270 человек. Даже визуально, не разбираясь сильно в том, что такое след, можно понять, что экологически устойчивый след он намного меньше и намного больше, на большее количество людей. То есть, скорее всего, к этому все-таки нужно стремиться. Вот здесь два примера экологического следа города Атланты по сравнению с Барселоной. Слева Атланта, справа Барселона. Экологический след Атланты в 7 раз больше из-за широкой территориальной формы города Атланта и крупных объемов выброса углеводорода, расширенной транспортной системы. То есть если посмотреть на Барселону, то на население в 5 миллионов у них выбросов всего лишь 1,16 тонн. А в Атланте на население 5 миллионов выбросов в 7 раз больше. Хочу заметить, и я почти уже завершаю, еще буквально 2 минуточки. В 2009 году рейтинг Кыргызстана по Happy Planet Index был 31 место из 140 стран. Это было очень неплохое, скажем так, место. Это означало, что страна имела биорезерв. В 2013 году Кыргызстан резко увеличил свой экологический след на 47%. То есть, вернее, экологический след Кыргызстана
превышает на 47% биопотенциал Кыргызстана. И мы теперь являемся страной с биодефицитом. И всего лишь прошло у нас 3 года, да, между 2009 годом и 2012. Мы катастрофически теряем биопотенциал наш. Здесь Кыргызстан изображен в розовом цвете. Розовые и красные страны – это те страны, у которых не осталось биопотенциала. И таким образом я хочу завершить эту презентацию вот таким вот посылом, что популизм обывателя, потребителя, которая будет трансформироваться в популизм озеленителя, это не совсем плохо. Пускай у нас будет популизм озеленителя. И на самом деле, чем больше людей поймут концептуальный язык адаптации к изменению климата, поймут, что такое экологический след, поймут, что такое биопотенциал и биодефицит, тем больше мы будем друг с другом говорить на одном и том же языке рисков, который представляет собой вырубка леса, который у нас происходит широкомасштабно в Кыргызстане, отстрел краснокнижных животных и коррупция во власти сверху донизу таких размеров, которые нам не снились. Оказывается, 26 миллиардов долларов, это в 2012 году был размер неформальной экономики в Кыргызстане. Где эти деньги, кому они принадлежат, мы не знаем. Но на самом деле это связано очень тесно с окружающей средой, с нашей рудой, с лесами, с животными. Скорее всего, это будет сокращаться еще быстрее, и через 3 года неизвестно где, скорее всего, мы будем в красной зоне. Вот, спасибо всем большое за внимание. Большое спасибо, Джамиля. Наш следующий спикер Азамат Меркулов, фриланс-консультант, доцент АУЦАМ. Он защитил докторскую диссертацию в Институте исследований мира и политики безопасности Гамбургского университета. Он нам расскажет свое видение популизма в Кыргызстане как результате политической пассивности. Добрый вечер, уважаемые участники. Как вы видите, название темы, которая у вас в программе, и название, которое вы видите здесь, они отличаются. Вчера мы долго говорили об определении, что такое популизм. И я пришел к выводу, что мне нужно изменить название. И тема моя называется «Популизм вокруг экологической темы в Кыргызстане». Да? Я поставил вопрос, потому что я хочу инициировать дискуссию, что это, популизм это или это что-то другое. Я никого не хочу обвинять, политические партии, если представители политических партий здесь есть, сразу хочу сказать, это не камень в ваш огород, но это инициация дискуссии. Но если это будет принято как некое обвинение, ну что поделаешь. Вообще экологическая тема сегодня в Кыргызстане набирает обороты. Она становится очень-очень острой, очень-очень актуальной. Я на самом деле политолог. Я занимался всю жизнь конфликтами, вопросами безопасности, и вдруг я оказался в экологической теме. Многие меня спрашивают, почему, как, какая связь между тобой и экологией. На самом деле, когда я ломал голову над тем, как избежать конфликты, как построить мир в Центральноазиатском регионе, я пришел к выводу, что да, конечно, все, что делается на сегодняшний день нашими конфликтологами, это огромная, важная, нужная работа, но пока мы не обеспечим сохранность природных ресурсов, мы не обеспечим, не будем гарантировать мир. Поэтому наш мир и стабильность заключаются именно в окружающей среде, в сохранности природных ресурсов. Именно поэтому я перенаправил свой фокус на охрану окружающей среды. Почему это, теперь о теме, о вот этой популярной теме в Кыргызстане, да? Почему она важная и какие именно это темы? Ну, в первую очередь, это, вы знаете, тема КУМТОР. Нанесение ущерба окружающей среде в связи с разработками на горнорудном комбинате КУМТОР. Очень важно.
важная тема, которая с точки зрения популизма, да, или использования в политическом дискурсе, я думаю, она превзошла все на свете. Каждый политик, который хочет прийти к власти, он обязательно говорит о том, что он наведет порядок в Кумторе, он решит эту проблему и так далее. То есть вот эта проблема Кумтор, она из экологической перешла в плоскость политики и используется всеми политиками в своих личных целях. Другая тема – это сохранение лесов или экосистем. У нас леса вырубаются, нам необходимо их сохранять. Опять же, тема острая, подхватывается политиками, используется в своих политических целях. В результате прихода к власти люди об этой проблеме забывают, ничего обещанного не выполняют. Другая тема – снежный барс. Вымирающий вид в Кыргызстане на сегодняшний день в обществе очень большой такой дискурс идет о том, что необходимо его сохранить. И опять же, этот дискурс подхватывается политиками, используется в своих предвыборных политических программах, но в результате реальной работы не ведется. Другая тема – ледники. Карту сейчас не видно, техническая проблема такая. Вот там карта вот красным отмечены ледники, которые через 100 лет, по расчетам наших ученых, они исчезнут. Вы представляете, 80% ледников Кыргызстана исчезнут. Это большая, ужасная проблема не только для Кыргызстана, для всего региона. И вот эти темы сегодня в народе обсуждаются. Граждане Кыргызстана, они устремили свой взгляд на эти проблемы. То есть не только эксперты обсуждают эти темы, но и простые граждане озабочены этими проблемами. Вот теперь о тех, кто популяризирует эту тему. Эту тему популяризируют в первую очередь экологи, в первую очередь люди, которые экспертно занимаются этими проблемами. В 80-е годы было создано движение Алине, вот руководитель и создатель, лидер этого движения Митя Парыч Шукуров, он здесь присутствует. Также члены, лидеров этого движения были Воробьев, Гребер. В 1998 году был проведен экофорум, в котором участвовало более 200 организаций. В 2010 году был проведен второй экофорум, в котором участвовало уже около 60 организаций. То есть на самом деле вот есть НПО, которые работают, которые популяризируют, не занимаются популизмом, а популяризируют эту тему, которые работают над этой темой, пишут научные статьи, выступают в СМИ и так далее. И таким образом они доносят до общественности, что есть вот такая проблема. То есть ведется ими реальная работа. Вот методы популяризации, донесения до населения информации об этих проблемах и пути их решения. Это вот образование, СМИ, социальные акции какие-то проводятся, ведется работа с местными сообществами, работа с госструктурами и работа с политиками. То есть практически по всем фронтам вот эти вот НПО, различные движения экологические, они ведут вот эту целенаправленную работу по просвещению населения и по решению этих проблем. Но работать с политиками, работать с госструктурами, выясняется, что этого недостаточно. И вот здесь надо сказать, что интеллигенция, люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, они не хотят идти в политику, они не хотят мараться в этом грязном деле, пачкать свое доброе имя, и они сторонятся от политики. То есть тему они популяризируют, над этой темой они работают, но дальше в политику идти сторонятся. И это понятное дело. Каждый ученый, он в первую очередь бережет свое имя честного ученого. У нас идти в политику, это значит испачкать свое имя.
Поэтому что происходит? Происходит то, что этими темами в политике начинают заниматься люди, которые не имеют к этому никакого отношения. Люди, которые просто-напросто используют эти темы в своих целях достижения власти. Очень часто это происходит во время предвыборных агитаций. Вот у нас есть партия «Зеленый Кыргызстан». Я не знаю, популизм это или нет, но есть проблема. Что это за проблема? Они одеваются в зеленое, можно зайти на их сайт, посмотреть, почитать их деятельность. Речь идет о максимум парках, о сохранении парков. Вот они проводят какие-то акции, идут в парки, сажают деревья перед выборами. Это все транслируют через СМИ. И на этом их деятельность заканчивается. Какой-либо тесной связи, тесной работы с теми, кто популяризирует эту идею, тем, кто действительно работает над этой темой, здесь нет. То есть они совершенно сами по себе. Давайте посмотрим на список. Выборы в Бишкекский государственный городской кенеш 2016 года. Есть ли здесь какие-то эксперты в экологии? Есть ли здесь люди, которые имеют отношение к охране окружающей среды? Нет, ни одного. Вот здесь первым стоит общественное объединение, председатель общественного объединения Табигат. Что за Табигат? Я, честно говоря, не знаю. А остальные все временно неработающие, безработные. Я разговаривал с многими экспертами-экологами. Работают ли они тесно с партией «Зеленых»? Есть ли от них какая-то польза охране окружающей среды? Ни один человек, работающий в этой сфере, мне не сказал, что от них есть какая-то в этой сфере польза. Популизм это или нет, я не знаю. Опять это решать вам. Дальше. Партия Бирбол. Вот посмотрите, пожалуйста, на их плакат. Вы видите снежный барс. Вот они шли на выборы, последние выборы в Джалукутенеш, с поднятым флагом о сохранении снежного барса. Была ли польза какая-то снежному барсу от этого? Эта тема была использована для выборов, и после выборов благополучно забыта. Партия Бирбол для сохранения снежного барса не сделала ровным счетом ничего. В результате что мы получаем? Происходит дискредитация темы. Вот это очень важная тема. И вот сейчас Асель выступала, говорила, что происходит дискредитация приграничных проблем среди населения из-за популизма политиков. Здесь то же самое. Происходит дискредитация темы охраны окружающей среды из-за того, что политики используют их в своих целях достижения власти и потом успешно об этом забывают. Тема защиты окружающей среды рискует восприниматься как очередная попытка прорваться к власти. То есть люди уже не верят, не будут верить, да? Я не знаю, сейчас верят или нет. Дискредитируется работа тех, кто реально борется за защиту окружающей среды. То есть население уже не знает, кому верить. Думаю, эти опять поднимают этот флаг, чтобы прийти к власти, или они реально защищают окружающую среду. Третья проблема. Этой темой начинают манипулировать те, кто заинтересован в продолжении нанесения ущерба окружающей среде. Они уже говорят населению: да что вы слушаете этих экологов? Они все равно занимаются популизмом. Они сейчас покричат, очки себе заработают, или там грант какой-нибудь себе получат, еще один. А на самом деле им эта проблема совсем не нужна. И в результате мы рискуем получить ситуацию, когда этой темой не будет интересоваться население. Спасибо. Спасибо большое, Азамат. Очень хороший тайм-менеджмент у нас получился. А сейчас давайте вопросы. Я думаю, их немало накопилось.
Есть у нас вопросы? Так, пожалуйста. У меня возник вопрос, я из Баткена и хочу задавать вопрос на СЛЖ. Хочу задавать вопрос на СЛЖ. СЛЖге сұрау бергім келіп жатады, ошол ал жерде козуп алган деген дарыя бар. Дублин принципи боюнча 61% суудун тажик тарапы өтөт, ал эми 39% ошол Кыргызстанда калат да. Бул болсо несправедливый туура эмес жолдо бөлүштүрүү да. Андан кийин ошол делимитация, демаркация деген ошол түшүнүктүү колдонушат. Ошол кандай келишимдер кол коюлду Тажикстан менен Кыргызстандын өлкөлөрдүн ортосунда. Кийин ал жерде мен өз көзүм менен көргөм, ал жерде нелегалдуу бизнес жүрөт, ал жерде баягы бензиндер, тонналаган бензиндер кара жол менен Тажикстанга өтүп кетти да. Ошон үчүн мамлекет көтөрбөйт деп ойлойм. Баткендин маселесин ушул темада жооп берип койсоңуз. Мне нужно вопрос был задан, во-первых, по вододелению на реке Козубаглан, которая проистекает из Елецкого района Кыргызстана и идет дальше в Джабарасулский район Таджикистана. И вот вопрос был в том, что несправедливое вододеление. Но нужно сказать, что все соглашения по вододелению были заключены в советское время, и они основывались на том принципе экономики, которая в тот период существовала. Да? Она была ориентирована на колхозы, которые как бы брали воду из каналов, которые в свою очередь из Козубаглана, да, в смысле воду подавали. И это вододеление, оно, знаете, оно считается несправедливым не только со стороны Кыргызстана, и со стороны Таджикистана оно тоже считается, рассматривается как несправедливым. Потому что сегодня, как я уже сказала, экономическая ситуация совершенно другая. Возделанных земель становится больше, соответственно, конечно, это нужно, возможно, пересматривать. Но, знаете, никто не дает гарантию, что пересмотр приведет к тому, что довольных станет больше. Мне кажется, здесь нужно, и вот что я хотела в своей презентации сказать, нужно на самом деле переставить, не то что переставить акцент, мне кажется, идет подмена, да, вот мы думаем, что если у нас будет 60%, то у нас воды будет больше, да. Посмотрите на состояние внутрихозяйственных систем вот в Кулундинском Айыл-Муту, да, там же 50% воды теряется. Понимаете? И потом, знаете, если говорить всегда можно пенять на соседа, да? Вы посмотрите, что в вашем хозяйстве происходит. Потому что, знаете, вот от того, что, мягко говоря, бесхозяйственность на всех уровнях, да, и в том числе на местном, идет очень серьезное вот просто расточительство природных ресурсов, да, вот в частности воды, да. И потом, знаете, ваш второй вопрос по поводу контрабанды, да, что поддержание статуса КО выгодно в связи с тем, что идет как бы контрабанда, да, и горюче смазочных материалов в Таджикистан, и, соответственно, она крышуется определенными политиками, поэтому они не заинтересованы активно там участвовать в этом процессе. Понимаете? Я не думаю, что если у нас будет колючая проволока, и там, я не знаю, бензовозы через речку не смогут это как бы возить, у нас станет меньше конфликтности. Я считаю, что конфликтность на границе, она связана с тем, что у нас нет местного развития. Поэтому, если вы посмотрите на отток трудовых мигрантов, Баткенская область по всем данным лидирует. Они уезжают не потому, что в СОК, где живет 2 миллиона таджиков, они уезжают потому, что кыргызское правительство не может обеспечить их рабочими местами. Они уезжают, потому что нет совершенно никаких возможностей для местного развития. Понимаете? И поэтому, мне кажется, когда политики начинают говорить о том, что там, президент какой-то страны плохой, они просто подминивают проблему. Проблема не в этом. Проблема в том, что на периферии, да, на окраинах нашей страны люди просто с трудом выживают.
И это не вина наших соседей. Наоборот, таки, если у нас будет, знаете, вот эта закрытая граница с Узбекистаном, я не знаю, от этого мы просто все так страдаем, это просто невозможно. И узбеки тоже страдают, знаете, это просто тупо, вообще сейчас, я не знаю, вот, это уже доказано, ну я не знаю, миллионами примеров, что открытая граница и трансграничная торговля – это пример вообще расцвета для этих сообществ. По идее, как бы центр должен отсюда туда переместиться, потому что там вся вот эта жизнь, да, а получается, что сейчас все оттуда бегут. Посмотрите на темпы трудовой миграции именно с юга, да, потому что вот эта приграничная торговля, она вся парализована, и она возможна только вот этими самыми черными методами, да. Еще причем это всегда сопровождается таким как бы риском для жизни, да, я вот вообще не понимаю, если человек хочет, нету, да, вот как бы легального коридора, да, вот они, вот просто возьмите сводки, что задерживает кыргызские пограничники. Это все товары, знаете, это не из самого опасного ртуть, да, было, а так в основном это порошок, спирт, это конфеты. Я не знаю, мне кажется, это о чем-то говорит, да, то есть, и вот этот дискурс о границе, он, конечно, понимаете, от того, что линия прочертится, нету гарантии, что жизнь станет хорошо, понимаете, там. Да, вот я вот это хотела навести. Вас понял, спасибо. Вопрос у Кшиштова. Одно наблюдение, один вопрос, тоже про границы. Когда я один из первых раз попал в Кыргызстан, в 90-х, я попал из Исфака в Аше, и я там захожу, и там на стенах есть карта Кыргызстана. Смотрю первую карту, Кыргызстан сегодня. Ну, все понимаю, есть границы, есть красиво. Перехожу чуть-чуть дальше, там Кыргызстан в 2014 году, минулого столетия. То же самое границы. Потом иду дальше, и так до 6 века до нашей эры границы Кыргызстана не изменились никаким образом. На Истфаке с сегодняшнего дня до 6 века до нашей эры как бы есть обозначены четкие границы Кыргызстана. В связи с этим есть вопрос. Мы в Восточной Европе поняли, что в таких мирах, как наш, честных границ нет. В смысле, нету так, что можно честно договориться, здесь, безусловно, должна быть граница. Бывало, что граница была 50 километров в одну сторону, в другую сторону. Люди живут по-разному. И мы поняли, что не до такой степени стоит обсуждать 10 километров в одну или другую сторону, но более просто открыть эту границу. Сделать ее только линией на карте, а не в жизни. До какой степени? Такая сумасшедшая идея. Сумасшедшая, потому что она и для нас была сумасшедшая до момента, когда мы начали открывать границы в Европе, а теперь думаем, как это делать тоже с Украиной. Может быть альтернативы, способы мышления в Средней Азии, о которых понятно, что я ничего не понимаю. Спасибо за вопрос. По поводу исфаков, знаете, это вообще целая песня, да, потому что история это была наука, не наука, это была политика, да, это была часть идеологии и остается, то есть. Но по поводу альтернативного мышления, знаете, к сожалению, сейчас, да, пока это сумасшедший язык, потому что не только в Кыргызстане, но и вообще в нашем регионе мы государства, которые национализируются, да?
Поэтому в этом процессе мы не можем как бы перепрыгнуть, да. Знаете, очень много же опыта есть мирового, который, казалось бы, ну, примени, и не будет проблемы, да, не только границ. Ну, вот там, зеленые, да, технологии, да. Очень много всего. Есть такой вот, то есть уйти от вот этого догоняющего, да, развития, а взять вот эти все передовые, да, скажем так, технологии, например, выращивания, да, существует же. Как бы. Но я не знаю, что для этого должно произойти, но знаю уже точно, что этот язык, он должен оформляться в какие-то конкретные действия. То есть, когда мы просто, я бы сказала, повторяем, поддерживаем политиков, которые патриоты или популисты, я надеюсь, этот вопрос у вас в голове заложен, я думаю, что мы начинаем думать, ну, максимум с перспективой на 5 часов вперед. И поскольку, например, я хочу жить в этой стране и в этом регионе, я не хочу, чтобы здесь я в какой-то момент проснулась, а в стране, которая испытывает серьезные конфликты. Соответственно, я об этом говорю. И я считаю, что когда вы начинаете испытывать симпатии или поддерживать людей или политиков, которые говорят о национальной границе, как о защите там, тела нации, да, ну как бы подумайте, какой дальше будет ход, потому что не только вы так можете думать. Спасибо. У меня вот вопрос, и сначала я бы хотела Аселю поддержать, в плане того, что действительно вопрос границ, конфликтов на юге, он действительно очень такой политизирован, и партии хорошо приспособились их эксплуатировать в выборных кампаниях. Да? Более того, я помню, в прошлом созыве был даже законопроект, предлагали оружие раздавать жителям приграничных территорий, официально тоже все закрепить, процедуры все, чтобы люди, как в казачестве, да, сами защищали свою территорию. То есть политики, как бы, мягко говоря, безответственно, да, вот, с такими инициативами, под которые, наоборот, усилят уровень насилия на границе. Но второй момент. Вот вы говорите, что о том, что демографический дисбаланс это тоже как бы из повестки дня вот этого популизма, политиков, но мы не должны, как бы, мне кажется, я сама с Баткена, забывать о том, что все равно, да, существует вот этот дисбаланс, 2 миллиона в Сагдийской области и около 600 тысяч в Баткенской области, но мы не должны забывать о том, что там много фиксируется фактов нелегального захвата со стороны таджикских граждан вот этих пустующих территорий. Да, это вопрос управления, конечно, и на той, и на этой стороне. Да, есть много территорий, где перенасыщены во всем мире, но там, наверное, управление хорошо поставлено с обоих сторон, да, что люди не идут захватывать чужую территорию. Это первый момент. И второй по поводу линии границ. Да, никто, ну, как никто, мое мнение, конечно, никакую колючую проволоку там уже нельзя протянуть и не надо ее делать. В особенности, учитывая то, что и с Таджикистаном, и с Узбекистаном у нас есть анклавы, но юридическая линия границ нужна. Государства должны знать, а границы до сих пор не оформлены, хотя мы уже столько лет прошло с момента развала. Да? Эти границы до сих пор, они считаются, большинство из этих границ это административные границы Советского Союза, да? Которые уже с тех пор значительно деформировались и в ту, и в эту сторону. То есть линия границ нужна, но там нужен вот такой креативный подход, зона как свободной торговли, я не знаю, свободного перемещения. Мы все равно должны к этому прийти, потому что с этими анклавами иначе проблему решить не получится. Спасибо. Спасибо. Я полностью вас поддерживаю по поводу зоны, да, свободной зоны для вообще для области, что там, да. Но знаете, по поводу вот сейчас мысль улетела. Да, по поводу захвата земли, знаете, ну, Чурку, да, такой перенаселенный, да, ну, гиперперенаселенный. Это Шуроп,
никого нету. Отток такой, да? Невероятно. То есть это тоже, знаете, перенаселение, это как бы, я просто более чем уверена, это вопрос управления. 100%. То есть, как бы, целый город пустует, да? Рядом с просто, перенаселенным черту, да? Еще есть очень важный момент, знаете, это земельная реформа в Таджикистане. Земельная реформа в Таджикистане была произведена совершенно по другому принципу, нежели в Кыргызстане. И вот сейчас они пожимают хотя для наших всех кажется, что это они очень правильно сделали, на самом деле у них очень большие проблемы, именно они, сейчас они пытаются это перестраивать, но там еще очень, на мой взгляд, очень много проблем на самом деле, да, и эти проблемы не только у нас, знаете, и у нас вот это bad government, да, и там тоже, и вот это, знаете, вместе приводит к тому, что люди, реально, знаете, реально страдают. И вот эти последствия земельной реформы, последствия водной реформы, на мой взгляд, это одни из очень серьезнейших детонаторов этих конфликтов. И последствия административно-территориальной реформы. Знаете, мы когда делали исследования в Баткенском районе, мы брали знаменитые, да, Актатыр, Аксай и Самаркандык. Знаете, их так за 5 лет перекрошили, да, то есть это был один большой раньше колхоз, потом один Аюлмет Самаркандецкий, а потом его поделили. Аксай отдельно отделили, Актатыр отдельно отделили, Самаркандек сам остался. А вы знаете, когда они делятся, они еще и делят же пастбища. А экономика внутри у них заточена на то, что они совместное пользование. И теперь, получается, они каждый раз платят. Самаркандцы выгоняют скот там в Актатыр, они платят, потом едут в Аксай на летние пастбища, платят. Знаете, вас, как человека, который традиционно там вырос, это же будет бесить. Потом еще ты едешь в лесхоз, ты тоже должен платить. Что за, извините меня, да? То есть я говорю о том, что это административно-территориальное реформирование в Кыргызстане, если внутри территории, это тоже очень много у нас конфликтов есть, но именно на приграничных территориях это срабатывает как межобщинные, да, такие конфликты. Поэтому я считаю, что когда у нас очередное правительство заявляет, мы сейчас сделаем административно-территориальную реформу, товарищи, пожалуйста, да, на конфликтность нужно очень хорошо думать, потому что так перекраивали и докраивали, что вообще вся логика поломалась. И люди, которые, понимаете, эти административные территории, они не покрывают инфраструктурой. И таким образом очень большая асимметрия получается. И это рождает, конечно, много конфликтов. Мен сол мәселеге су мәселелері бойынша регионал деңгейде бізде жаңағы ГЭС құрғандары аябай популярный тема да, ал бойынша біздің позициябыз бар Өзбекстан, Қазақстан, Тажикстанда. Мен өткенде ошол жөнүндө окуп тажиктердин бир документин жолтурдум да, ал жерде толук менен анализ берилди. Мисалы үчүн Тажикстанда канча суу чогулат, кайсы дайрадан канча суу жылына агып чыгат, ал сууларды мисалы үчүн ким кандай пайдаланат. Ошондой мисалы үчүн тажиктердин жалпы позициясы биздеги мисалы үчүн аралдын корголуп жаткан эң негизги себеби бул Өзбекстанда пахтанын аябай көп өстүрүлгөнү, ошол эң негизги себеп. Пахта убагында бул Россия империясы тарабынан ак алтын катары багынып, Орта Азияны багындырып алган себептердин бири болгон да, пахта өстүрүп, анткени аябай чоң болгон. Ошол традиция, ошол экономика дали уланып жатат да, бизде анан ошол мен айтайын дегеним, Тажикстандын экология жаатындагы адистердин өзүнүн бир аргументтери, далилдери бар экен да. Бизде мындай суу бул регионалдык экологиялык маселени жаралып жатканын Рогун ГЭСин кургандан эмес, негизги маселе бул ошо өзбектердин пахта өстүргөнүнөн дегенчи. Анан биздин саясатчылардын ГЭС боюнча немесин ойлой эле жүрөбүз, көз карашын, позициясын, биздин экологдордун ошо регионалдык деңгээлдеги сууну бөлүштүрүү, экономикалык пайдалануу жана ГЭСтердин чын эле ошондой биздин
оппозиция болған өзбек қазақ тараптар айтқандай экологиялық тәсіл бар ма біздің экологтар көзқарас қандай білімдетіледі да. А серьезно су бойынша? Я не эколог, за эколога сказать не могу, но я так вкратце переведу, да, вопрос заключался в том, что Чурубек, да? Чурубек ознакомился с документом, в котором изложена позиция таджикских экологов относительно строительства Армутской ГЭС, где они утверждают, что это строительство на самом деле не принесет никакого ущерба Узбекистану, в смысле Аральскому морю, поскольку высыхание Аральского моря связано с тем, что Узбекистан выращивает монокультуру, да, хлопок, оно очень затратно в плане как бы очень много полива требует, и соответственно, что Узбекистан как бы проблема оралов не связана с рагуном, а проблема орала связана с монокультурой, да, в Узбекистане. И вопрос заключался в том, какая позиция кыргызских экологов, да, кыргызстанских экологов. Ну вот, Эмиль Джапарович, вот, пожалуйста, экологи. Я знаю позицию политиков. Здравствуйте, меня зовут Лиза. У меня два вопроса насчет темы границ и насчет зеленых Во-первых, насчет границы, да, я как бы тоже давно писала исследовательскую работу на эту тему. И мне кажется, все-таки важна историческая, да, то, что она как была разделена, все-таки граница, потому что это все, что существует, они искусственные границы, которые были созданы кем-то и не совсем узбеками, не совсем кыргызами, не совсем таджиками. Это все было разделено так, чтобы значительное все-таки количество этнических групп оставалось в стране, в территории другого государства, нежели своего государства. Да? Мне все-таки интересно насчет делимитации, демаркации сказали, да, то, что это тоже типа тема популизма, потому что после этого тоже будет новый недовольный. Извините меня, вот с Китаем поделили, с Казахстаном поделили, после этого у нас с Казахстаном, насчет этого у нас поняли, как в Афгане, да, не было. Я просто сама из Афгана, я помню, когда в позапрошлом году, да, когда именно в Аксае перестрелка была между таджиками и кыргызами, в это время наши доблестные СНД или кто-то, милиционеры, они все были в Аше, потому что они защищали Ожскую администрацию от мурзахматовских ребят. Да? Ну, это примерно так выглядело, потом через 2 дня обратно поехали. Да? Но извините меня, в этом контексте все-таки, если есть конфликтная зона, его нужно решать, а то, чтобы все называть популизмом, это тоже неправильно. А у меня вопрос такой, если все-таки демаркация не поможет, остальные виды не помогут, а что нам делать? И все-таки оставаться там жить, и я не знаю, что нам делать, да? Ну, что, если делимитация, демаркации нету, тогда что, да? А насчет зеленой политики, да, у меня вопрос такой. Мы вчера как раз таки Азиз говорил о том, что например, терроризм намного меньшее зло, чем, например, да, вот глобальное потепление, но при этом мы о терроризме говорим больше, нежели о глобальном потеплении, потому что мы из этого сделали фееричное шоу, да, потому что все хотят посмотреть на зло, да, потому что у него есть лицо. А у глобального потепления, как можно так, чтобы популяризировать, чтобы об этом начали говорить, люди уже начали думать, и люди начали уже действовать. Это это при том, что это в наших интересах. Спасибо. Ну, конечно, нужно, в смысле, мне кажется, это, знаете, тоже такой из дискурса национализма, оставайся там жить, да, я не знаю, кто я такая, вам как бы указывать, где вы будете жить, и как бы, я думаю, что я очень надеюсь, что как академик вы чувствуете себя свободным человеком, да, то есть и выбор места жительства, это
одна из базовых, да, свобод. Что касается этого конфликта, да, вы имеете в виду вот с применением миномета, да? Да. Но, знаете, как я смотрю на этот конфликт? В 2013 году Кыргызстан ввел мораторий на использование пастбищ иностранными гражданами. Да? Этот мораторий был введен адресно, потому что этими пастбищами именно пользуются, вот, если вы посмотрите на ландшафт, Баткенская область, это как горно, да, и вот спускается вот сюда Солт, и там уже как бы долинная часть начинается. И все пастбища, они в Баткене находятся. Соответственно, эти пастбища традиционно пользуются вместе кыргызы и таджики, всегда они традиционно пользовались. Соответственно, не бесплатно. Таджики за выпас своего скота также платят, как и кыргызы, иногда даже больше, намного больше. Соответственно, введение этого моратория привело к тому, что эта традиционная практика стала криминальной. И на этом стали делать деньги пограничники. Для того, чтобы пропустить, как бы прогон скота же через Ворух идет, то есть все собирают скот и через Ворух гонят. Наши говорят, а мы теперь построим альтернативную дорогу, и, соответственно, для ворухчан закрывается доступ к пастбищу. Что они будут делать? Конечно, они недовольны. Знаете, я вам скажу, что прежде очень важно всегда понять, как живет, ну, противоположная сторона, да? И когда с акситами мы тоже вот, говорили на эту тему, знаете, они сначала тоже воспроизводили очень серьезный вот этот националистический дискурс, да? Наши пастбища, почему мы должны их давать, нам самим не хватает. А потом, знаете, уже в конце они говорят, да мы тоже знаем, у них все мужчины уехали, только женщины и дети, мы бы, в принципе, как-нибудь бы и договорились. Я к тому, что в любой ситуации есть выход, только всегда нужно как бы разговаривать друг с другом. А знаете, а если вот брать такую, да, мне кажется, это, ну, менее продуктивно, потому что, знаете, как бы, ну, сила. Мне кажется, мы это уже много раз проходили, и мне кажется, нам нужно, ну, прислушаться, быть умнее, да, вот. Понимаете, у нас очень большой потенциал там, очень большой. Вот эта эскалация, и вот, вы знаете, вот эта враждебность, да, даже как бы в вашем как бы вопросе были такие нотки, да, они же не... Вот вы так говорите, но вот если поговорить с людьми, которые имеют какие-то социальные практики, да, ну там, я не знаю, там, с теми же, с Чорку, да, там, ну, с жителями Чорку, да, там, или с ворушчанами, то совсем другой язык будет. Поэтому, о чем я и говорю, когда вот в прошлом году президент заявил про эти секретные договора, это он как патриот заявил, что вот я обнаружил то, что там Бакиев и Акаев сделал. Или он как популист об этом сказал. Понимаете, я об этом и говорю, что нужно постоянно задавать себе вопросы и постоянно перепроверять. А тем более, когда... Еще, мне кажется, знаете, очень важный момент иногда объективизироваться. Когда вы в этом внутри как бы живете, вам очень иногда сложно, и, ну не только вам вообще, мне, любому человеку, сложно как бы, это проанализировать. Очень важен момент иногда отойти в сторонку и это со стороны посмотреть. Я думаю, что это как бы, ну, вот как бы академия, мне кажется, она для этого как бы и создана. И поэтому у вас вот эти сессии в разных регионах, да, страны, мне кажется, это вообще просто суперская находка, потому что я вообще мало знаю, вообще не знаю ни одной организации, которая бы проводила образовательные и просветительские, если хотите, действия, вывозя людей из разных, ну, молодежь, да, из разных регионов, ну, как бы по стране, да? Мне кажется, это просто великолепный формат. И теперь, знаете, у вас есть момент сравнения. Вот вы как бы ездили в Баткен, вы слышали этот как бы дискурс опасности, да? А может быть, мне сегодня удалось заронить зерно сомнения в ваши головы, да? И потом, может быть, это сподвигнет вас подумать об этом как бы еще больше, да? Вот, например, ну, очень много можно, об этом я очень много могу говорить, и
Я потом это выведу ссылку на отчет исследований, который вы можете почитать и более детально на кейсах конкретных посмотреть результаты исследований, которые я сегодня просто не презентовала. Да, большое спасибо за этот вопрос. Я хочу сказать, что мы здесь тоже переговаривались с Азаматом только что. На самом деле готовность аудитории задавать вопросы, формулировать вообще вопросы о демаркации границ. Мы понимаем, что это действительно такая тема, которая всем понятна, и она задевает за живое. Вот. Очень мало вопросов по экологии, очень мало вопросов по зеленой экономике. Это связано также с тем, что у нас мало понимания этой тематики. И на самом деле в любой аудитории, куда я прихожу, я всегда с жадностью слушаю вопросы на эту тему. Я вам очень благодарна, что вы его вообще задали. Потому что чем больше будет таких вопросов, тем больше мы увидим рефлексию, что нас услышала аудитория, что мы каким-то образом как-то задели, да, вас, может быть, заинтересовали этой темой. На самом деле зеленая экономика – это инструмент адаптации к изменению климата, и это возможность популяризировать тему кажущейся экологии или природы, которая далека от нас. Потому что на самом деле мы все живем в городах. Да? Даже те люди, которые живут в селах у нас, они все равно стремятся, то есть все параметры их успешности или же какого-то продвижения в жизни, они связаны с городом. То есть они получают образование в городе, они будут работать в городе. То есть урбанизация глобальная, она на самом деле делает из нас больше урбанизированных таких людей. Да? То есть это нас отдаляет еще больше от природы, от окружающей среды. Поэтому очень часто эта тема, она кажется лишней, может быть даже далекой очень от нас. Потому что мы в своем городе или селе мы достаточно удалены от живой природы. Поэтому, говоря вообще о зеленой экономике, популяризируя ее, мы именно говорим о том, что мы очень сильно зависим от природы. Все наше продовольствие и безопасность продовольственная зависит от почв, от воды, от природных условий, очень часто катаклизмов. Повышающаяся сейчас зависимость от искусственных и технологичных процессов производства питания на самом деле себя дискредитировали уже. И мы возвращаемся сейчас к тому, что нам нужно питание именно из почв, именно из воды, из живой природы. Поэтому эта тема на сегодня становится все ближе и ближе к нам. То есть мы с ней уже должны научиться засыпать и просыпаться. Она у нас должна быть на столе каждый день. Эта тема должна быть у нас каждый раз, когда мы принимаем решение, как мы передвигаемся по территории какой-либо, где мы мусорим, как мы перерабатываем свой мусор и так далее. То есть на самом деле тема окружающей среды, живой природы, она у нас каждый день во всех наших решениях присутствует. Мы просто не научились это видеть в наших ежедневных решениях и в наших ежедневных рутинах. Именно об этом сегодня все дискуссии зеленой экономики. И на самом деле с точки зрения зеленой экономики популизм это самое то, что нужно. Нам обязательно нужен популизм, то есть перевод сложных концепций зеленой экономики, адаптации к климату на очень простой язык, контекстный, на локальный язык. И я думаю, что чем больше из нас вооружаться этим языком, начнут переводить сложные концепты на местный контекстный уровень, тем мы лучше продвинемся именно для решения очень конкретных задач, связанных с адаптацией к климату. Вот. И мы не будем так легко манипулируемыми популистическими какими-то дискурсами. Спасибо большое. Наверное, последний вопрос у Айфуда, и мы будем закруглять дискуссию. Вопрос появился. Я хотел по поводу... Да, я очень сожалею, что мы здесь произносим очень красивые слова, но фактически дело обстоит совсем по-другому. Я 10 лет работал в Узбекистане, знаю формальных, неформальных, официальных лидеров с той стороны границы, как в Узбекистане, так и в Таджикистане. Знаю наших шалопаев с этой стороны.
Беда заключается там в том, что наши все и в советское время, и в постсоветское время там ни одного компетентного руководителя не было с нашей стороны. А те на наших этих шалопаев смотрят высокомерно и оправданно. Потому что он и как специалист, и как руководитель, он обыкновенный взяточник. Понимаете? Там совсем другая культура, как бы внутреннего мира, африканской долины, он уникален в мирном масштабе, всемирном масштабе. Там психология другая. Там мерило человеческого достоинства совсем другое. Если мы здесь, в столице, не понимаем вот этого мерила и не знаем, как поступить, там никогда не будет нашей победы. Вода, все это можно отрегулировать моментально. Спасибо за внимание. Это был вопрос или... Нет, это реплика. Ну, Айгуль, пожалуйста, вкратце, потому что Там нужно сейчас... у меня вопрос уже насчет объективизма. Если мы будем смотреть на какую-то ситуацию объективно и стараться понимать другую сторону, противоположную, не знаю, это может привести к проигрышу, например, если мы будем думать о ком-то, возможно, мы сами проиграем друг другу. У меня вот такой вот всегда внутренний конфликт, да, зачем мы должны думать о них, да, а нас кто будет думать, что ты, как с этим быть? Популизм равно национальный интерес, что ли, да? Вот да, вот в этом-то и дилемма, да, поэтому спрашиваю, это патриоты, те люди, которые об этом говорят, или они популисты, да? Знаете, по поводу, я вообще не приемлю этот язык, да, там, проиграем, выиграем. Знаете, это очень-очень относительно, да, тактически это может выглядеть как победа, но в долгосрочной перспективе это может выглядеть как очень большой проигрыш. Да, вот поэтому как бы, ну, здесь нету белого, черного, да. Здесь мне кажется, что вот в этом-то как бы и специфика этого вопроса. Здесь не может быть, как бы, то есть твоя победа, да, она всегда зависима, да. То есть если ты победишь, то только в кооперации. Вот именно в этом вопросе. Большое спасибо за очень такие острые вопросы, которые вы подняли. Я хотела бы вот попросить всех использовать время кофе-брейков, перерывов, чтобы понять наших экспертов, задавать им все вопросы. На сегодня, наверное, я хочу поблагодарить всех наших экспертов. Большое спасибо, что уделили ваше время в пятницу вот вечером. Очень интересная дискуссия была, и это, наверное, вот она должна продолжаться в более широком формате. Вот. И большое спасибо всем за вопросы, за участие. Мы всех вас ждем завтра. У нас также будет очень интересная программа. Мы будем более подробно разговаривать о популизме в США. Мы услышим также нашего другого эксперта, приглашенного. И спасибо всем. Всем доброго вечера.